январе 2013 года была утверждена национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской республики на период с 2013 по 2017 годы. Она обозначила основные направления политического, экономического и социального развития страны. Данная национальная стратегия отличается от подобных документов, принимавшихся ранее, тем, что реализуется на деле, а не на бумаге. В числе успешных проектов можно назвать ввод в эксплуатацию подстанций Датка и Кемин и линии электропередач Датка-Кемин. Были введены в работу подстанция 500 киловольт Датка, построены были линии 220 киловольт на узловую. Были перезаведены линии с каскада Токтагульских ГЭС на подстанцию Датка. Были укреплены схемы электроснабжения узловых подстанций на юге. Следующим, было выполнение, реализация проектов строительства линии 500 киловольт Датка-Кемин. Это передача мощности со станции юга на дефицитный узел севера Кыргызстана. На север республики 40% выработанной электроэнергии Токтагульского ГЭС раньше поставляли через сети Узбекистана и Казахстана. На этом предгорье возле кеминского села Чулок еще всего несколько лет назад ничего не было. О необходимости строительства линии электропередачи, которая соединяла бы юг и север страны, заговорили еще в конце 80-х годов прошлого столетия. Но, несмотря на стратегическую значимость, строительство линии затянулось на долгие годы. В двух режимах правления энергетика была в застое. Она не только развивалась, но разваливалась. Разваливалась, это надо честно признать. Доходило до того, что вынуждены были, если это существовала такая политика, то вынуждены продавать наши компании за бесценку. И она развалилась бы. Энергетика большое внимание начала уделяться только последние 5 лет. Первая проблема. У нас ежегодно возникала проблема доставки электроэнергии, мощности с юга. Вы сами знаете, у нас каскад расположен на юге, все электростанции. Их надо было доставлять на север и в Сыкульскую область, на Нарынскую область. Для этого необходимо нашу электроэнергию перегонять через Узбекистан, Таджикистан. Были проблемы, были условия. Мы платили ежегодно 9 миллионов сомов, чтобы передать эту электроэнергию на север. Были проблемы постоянно. Проект откладывался тогдашними властями. В сооружение новой линии электропередач никто не верил. Спустя 20 лет, благодаря политической воле руководства страны, проекту был дан старт. От слов к делу перешли в 2012 году. В июне того года в Пекине Кыргызстан и Китай подписали льготное кредитное соглашение. А 1 августа того же года на месте строительства подстанции Кемин была заложена памятная капсула. Уже через 3 года президент страны Алмазбек Атамбаев запустил в строй важный стратегический для страны объект, по сути ставшим проектом века для нашей энергетики. Это было историческое событие, ведь наконец-то создано собственное энергокольцо, которое обеспечило Кыргызстану энергетическую независимость. С этого момента подстанция работает стабильно. В этих подстанциях мы распределяем электроэнергию мощность на 3 областях. Сыкульской, Нарынской и Чуйской области. В данный момент мы распределяем 550 мегаватт мощностью на 8 линиях, 220 киловольтах. И сейчас здесь, в этих же подстанциях мы регулируем высокое напряжение, номинальный киловольт, 220 киловольтах мы распределяем на Нарынской, Сыкульской, Чуйской области. И в данный момент подстанция работает стабильно. И пик зимний период, осенне-зимний период мы распределяем 550 мегаватт северному региону. Эта подстанция, сами достижения за 25 лет, за независимость мы электроэнергии создали кольцо. Это очень повышает надежность электроэнергии на северном регионе. Начальник Оттукалиев здесь с первых дней строительства. Он показывает самое сердце подстанции Кемин, которая обеспечивает бесперебойным электроснабжением Чуйскую, Сыкульскую, Нарынскую области и связь с энергосистемой Казахстана. Канча температурасы көргөзүп, ушуларды аябай контролдош керек кышкы мезгилде.
Строительство подстанции Кимин позволяет в осенне-зимний период уверенно проходить режим максимальных нагрузок. Дальнейший курс развития отрасли – это продолжить наращивать энергетический потенциал, говорит Бекбо Маматбеков. Вместе Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан, вот 4 государства занимаются проблемой экспорта электроэнергии в Афганистан, Пакистан. Если у нас тариф, внутренний тариф 77 копеек, тиина, то есть имеется тиина, то при экспорте мы можем 1 киловатт-час электроэнергии продавать по 8-9 центов, это значит по 5-6 сомов. Это нам выгодно, понимаете, не только покрывать вот эти затраты, но и это позволит в дальнейшем развивать нашу энергетику. Данный проект позволит Кыргызстану открыть новый рынок сбыта электроэнергии в странах Южной Азии, Пакистан и Афганистан, а также стимулировать ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей. Помимо этого, на сегодня в процессе реализации такие проекты, в числе которых такие важнейшие энергетические объекты, как реконструкция Токтагульской ГЭС, модернизация Бишкекской ТЭЦ, которая обеспечит энергетическую безопасность страны. По Токтагульской ГЭС в этом году планируется замена силового оборудования, это силовые трансформаторы и кабельные линии 500 киловольт, вторых, третьих энергоблоков. Как вы знаете, и общественность, наверное, знает, в декабре у нас выходил из строя с повреждением, значит, кабельная линия 500 киловольт второго энергоблока. То есть эти узкие места, которые, скажем, оборудование, которое изжило свой гарантийный срок эксплуатации, и так как это оборудование являлось уникальным, единственными по Союзу, аналогов практически в эксплуатации нет, значит, в рамках проектов будет проведена замена полная. Большая энергетика современного Кыргызстана началась именно с этой Фрунзенской ТЭЦ. Ровно полвека назад был запущен первый турбогенератор невиданной в то время в Кыргызстане мощности – 25 тысяч киловатт. По тем временам она превышала возможности самой большой электростанции Советской Киргизии – Быстровской ГЭС почти в 3 раза. По набору установленного оборудования, сложности инженерных решений электрических и тепловых схем нашей ТЭЦ не было аналогов во всем СССР. А в стране необходимо увеличивать энергомощность, так как потребление ежегодно растет. Та же китайская компания, которая построила ЛЭП Датка Кимин и подстанцию Кимин, фактически воздвигает в Бишкеке новую теплоцентраль с новой мощностью на территории ТЭЦ. Работа на объекте кипит, не прекращается ни на минуту. Сейчас мы стоим и смотрим на строящиеся объекты модернизации ТЭЦ города Бишкек. Проект модернизации ТЭЦ города Бишкек включен в национальную энергетическую программу Кыргызской республики и стратегию развития топливно-энергетического комплекса до 2025 года, а также национальную стратегию устойчивого развития Кыргызстана. Данный проект реализуется за счет льготного кредита правительства Китайской Народной Республики для стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Завершение проекта планируется в этом году. Срок последующей эксплуатации – 30 лет. Мы сейчас находимся на главном сети управления новых блоков модернизируемой части ТЭЦ города Бишкек. Вот здесь уже на главном сети управления все требующиеся автоматика, компьютерное оборудование, все уже установлено. Сейчас здесь ведутся наладочные работы, пусконаладочные работы новых блоков. Здесь находится новый пульт дистанционного управления ТЭЦ, где китайские специалисты обучают местный персонал. Мерцающие мониторы, компьютеры и бегущая строка показывают работу теплоэлектроцентрали. Все как на ладони, где что находится, определяются автоматически проблемные участки. Отличие нового оборудования от прежних старых – все автоматизировано, управляется с компьютера. Как раньше не подходишь к агрегатам, дистанционно управляешь. Учимся у китайских коллег, сами самостоятельно начнем скоро работать. Модернизация ТЭЦ проходит в 3 этапа. Обеспечение надежной работы имеющегося оборудования ТЭЦ, демонтаж реконструируемого оборудования, строительство и монтаж нового оборудования. Ожидаемым эффектом от модернизации станет снижение дефицита электроэнергии в зимнее время, надежное бесперебойное обеспечение теплом и электроэнергией населения и предприятий страны.
рациональное использование водных ресурсов, уменьшение затрат на ремонтные работы и прочие эксплуатационные расходы. В целом, обеспечение энергетической безопасности. 套技术已经具备了这个倒送电和整套。 Мы уже построили первый агрегат, готовимся к пуску, потом перейдем к следующему. Сейчас все тестируем, связываем с компьютерами, проверяем автоматизированную систему, обучаем специалистов. 预计在2月份。 Устанавливаемые новые энергоблоки рассчитаны на сжигание местного отечественного угля, что даст толчок развитию угледобывающей промышленности Кыргызстана. ТЭЦ будет покупать меньше угля за границей. Коэффициент полезного действия, очистка уходящих газов были спроектированы так, чтобы не было ущерба окружающей среде. В целом, завершенные на сегодняшний день и строящиеся энергообъекты будут надежно работать на благо процветания экономики Кыргызстана. Но это не должно быть пределом. Надо построить именно на Харакаче, вот на угольном месторождении, где лежит 1 миллиард тонн угля, собственную теплоэлектростанцию. Это даст возможность без перевозки углей там добывать электроэнергию и увеличивать мощность, энергетическую мощность в целом республики. Это даст возможность не только потреблять, но и экспортировать. Экспортировать надо, потому что без экспорта не обойдемся. Такая республика, вот из всей 100% возможностей сейчас вот гидроэнергетикой пользуемся только 10%. А сколько надо можно построить? И саржазом надо заниматься, и на рынке заниматься. Эта проблема просматривается везде. На верхнем уровне в системе энергетики уделяется большое внимание. Кыргызстан сегодня не только один из признанных лидеров гидроэнергетического рынка в регионе, но и обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии. Дальнейшая задача государства – создание новых экологически чистых технологий, на основе которых повсеместно сможем использовать энергию солнца, малых рек и водотоков, ветровую энергию, энергию геотермальных вод и энергию биомассы. В недалекой перспективе Кыргызстан вполне может стать региональным центром по экспорту чистой электроэнергии и внести значительный вклад в решение проблем изменения климата.